не коннектиться. Построил Facebook? Спробуй. А, нет, пошло. Зайти на это. Да. Значит, ставят диагнозы, которых у человека нет. То есть... Я так понимаю, все прекрасно понимаете, что вы начнете. Я уверен, 100% вам достаточно этого налога на Там сначала конкретно. Это вот здесь имел города, думаю, Преподавателю, иди переучивайся, работай. Нормально? А президент что сказал? У нас безработных не будет, красьте заборы. Иди крась забор, так пусть твоя жена идет красить. интересно, он 15 год, наверное, отменил. Они все назначены, ни один сюда не А у меня я поработала без 2 месяцев 34 года. И получается, что у меня пенсия 2,115. Ну, у меня еще и 2 лет. Как можно такое прожить? Никак. Заплатил за квартиру, сиди голодный. Я всегда воду с удивляюсь, хлебом. как люди, которые... А то они сидят, у них средняя зарплата 7 миллионов. Скажите мне, пенсия какая? Государство, оно такое государство, что А помогает. у нас такое Вот смотрите, они говорят, молодежь не желает работать. Это не желает, потому что не желает за 670, за 57 рублей. Где их возьмут? Во-вторых, нет этой работы. Ну вот раньше, Все это даже прекрасно по понимаю. Конституции, государство обязано было предоставить ей работу по специальности. Они сейчас говорят, А что теперь, обязаны. так Опыт предоставь работы, обязано. надо, опыт только работы, говорят. опыт работы. Без опыта работы куда ты нужен, если ты только закончил, не наработал? Центр Волгова делает людей сердце. А вы кто? Наша Милиционер? Нева, наша Нева. Полиционер? Меня не фотографируйте, потому что мне на работу надо. Журналист наша. А, ну это хорошо. Хотя я уже вас сейчас ничего не верю. Не важно. Мама, папа и все родственники. Такая Сергея, она Ну что? Все нормально? Давай, смогу телефон достримем. Этому парень Так если вы не боитесь, если вы правильно не Добрий день, поважані глядачі і читачі сайту «Наша Ніва». Сьогодні ми знаходимося у Пінську. Пробачте за тимчасові тяжкості з наладжуванням стриму, бо вельми кепська сувязь машина глушать мобильных операторов, силовые службы, для того, чтобы люди не убачили, бо не могли мы некоторый час наладиться. І так, знову скажу, ось ми знаходимося, значить, у Пінску на марші недармоедов, так званим. Гэта акція, на яку виходять по всій країні люди, які
не мають роботи по першій, яких обов'язали платити цей податок на дармоєдство так званий. Ну і так само люди, які не згодні з економічною політикою влади. Гэта акція вже прокатилася по всій країні. Найбільш великою і масштабною вона була у Мінську. Там по некоторых оценках до 4 тысяч человек вышло на ее. Так само были великая акция у Гомелі, у Бресте, у Витебску так само. И ось учора была акция у Молодечни, и сегодня 10-11 саковика мы ось приехали у Пинск. Тут неимоверные акции, неимоверные заходы безпеки, принятые милицией. Літерально от тільки у нас за 20 хвилин тройше перевірили документи, як у яких неясних молодих людей, як нам тлумачі аргументували гэта супрацоўнікі міліцыі. Ну, але ось, тим не менш, і нават не глядячи на затрыманні брутальныя учора ў Маладэчні, тим не менш, от люди у Пінску падыходзяць. Зараз мы, конечно, подойдем, поговорим с людьми, но пока что можно отзначить, недзе человек 200 уже собралось у Пинску, не стоять на ускрайку площади, а не побач, потому что центральная площадь Ленина, там вот вы можете бачить, перегородили ее неким плотом для того, как, видать, не могли ввести люди на такие услышек, не мог некий вот лидер и промоутер вокруг себе загуртовать натовп. Тому ось люди, площа маль пустая, кажу, і от люди стоять каля, значить, у скрайку площади. Добрий день, шановна, може поговорити з нами? Газета «Наша Ніва», а розкажіть, чому ви прийшли? А що мені говорити? А все про чого ви протестуєте, скажіть? Мой отец на фронте был, я примусил свидетелем. Ну, ось так, і з'явилася так само вже міліція, там починають складати протоколи. Новую тактику приняли силовики после вертания Лукашенки з відпочинку в Сочи. Это заполохування, складання протоколу. Можно? Можно пройти? Можно пройти газету «Наша Нева»? Пожалуйста, как вы нарушаете? Ничего такого не делаем. Там обгородили уже. Еще раз Ленина обгородили. Для чего обгородили? Чтоб я не мог зайти и сказать. закон. Я не нарушаю. Данная акция не Это мое санкционирована. право бороться. Право мое. Нарушаешь, да? Ты купил ее? Дорогие Промову начальника мясовой милиции. Дорогие граждане, еще раз повторяю, пожалуйста, прошу разойти. Данная акция не санкционирована. То, что вы здесь находитесь, вчера сказал, что не трогать людей, пусть люди то, что вы собираются. здесь Или он не находитесь, для это вас сказал? незаконно. Вы нарушаете закон. Вы можете Это быть вы нарушаете законную закон. ответственность. Это вы нарушаете закон, а не вы. Артикул 41 Конституции. Ну, як прийшла міліція, так вона і сошла, сказав, що тут реально пару слов, полторивши заведен, що акція не санкціонована. Проводять. Они сидят по кабинетам. А чому вас так обурив? Я уже здесь выступала, говорила. А вам улица, работы детям нет. Ну все правильно. Правильно, вам улица надо. И улица нет, потому что нет зрения. И то, что у молодежи нет работы, дома сидят. Даже на площади вон мрамор пропал. Вот они не ищут, где мрамор под Лениным был. Вот. Они пришли на нас тут рот открывать. А где он? Плитку положили. Хай бы поискали. Здесь должно быть руководство города. Где это руководство города? Где оно? Работу надо, заводы закрыл.
И плати ему еще гроши. Где брать? Воровать. Мы с Минска, с газеты «Наша Нива». Можете вот потлумачить вы, чему Я пришли? уже Белфасту объяснила всю ситуацию. Дело в том, что, понимаете, надо немножко вперед заглядывать и мыслить головой, а не одним местом. Пенсионеры должны быть дома, а не сидеть там. А вы ведаете, что по БТ сказали, что тем, кто приходит на митинги, гроши платят? Я уже ничего не удивляюсь и не сомневаюсь. Ничего, не понимаете, и тоже и белорусская, никто нам ничего не платит. Мы сюда пришли сами, нам даже ни копейки никто не даже это смешно, если бы нам кто-то давал хоть копейку, а нам никто даже не давал, мы сами вышли. Сколько можно терпеть произвол, милицию, ГАИ сколько можно терпеть? Надо, чтобы молодежь продвигать, У нас умная молодежь развита. Продвигать молодежь на работе, а не пенсионеры. Молодежь должна работать. Лукашенко, уходи! Лукашенко, уходи! Лукашенко, уходи! Нечего тебе тут делать! Лукашенко, уходи! Що вельми тут стихійно у різних кінцях натовпу кричать щось своє, тому що нема лідера. Лідера арештували учора у Молодечні, може, коли хто не читав, не видно, і сьогодні так трималося. Вельми шмат тут людей у цивільним, так званих тихарей. Один погиб, заработок. Один заработок погиб. Два сына было с образованием, один и второй. Мне 65 лет уже давал. Я же работаю, один с образованием, и второй с образованием. И один погиб, в Минске погиб, что так званых заработках. Как людям жить? А другой тоже ездит постоянно в Россию. В Минск ездил, в Россию, и куда только он не ездил. Нету работы. А кто он по специальности, чему не может? Он экономист по специальности, экономист-менеджер. Он учился, и этот еще, какое у него образование, еще среднеспециальное образование у него. Куда ему деваться? Двое деток до года, сейчас годик исполнилось. Как жить? Как жить молодому человеку? Стоял на учете здесь, на бирже труда. А інші економісти чим, по-вашому, займаються? Ти які? Он пойдет на любую работу, он согласен на любую работу идти, чтобы никуда не уезжать. А хто, по-вашому, винуватий в ситуації? А кто же виноватый? Власть виновата. А кто виноватый? Мы простые люди, нам выживать надо. Как нам жить, скажите, двое деток, годик. А он опять поехал на Россию, потому что ничего ему бюро по трудоустройству не предоставило никакую работу. Никакую абсолютно. Он готовый был на любую. Поехал где-то в аэропорт перебирать бутылки, там этот приемный пункт такой. 3 дня он работал по 10 рублей заработок. Добре, дякую. Ну, как выживать нам? Не ведаю. А ви що скажете? Чому ви прийшли? Я проживаю. У мене 2 сина вирощують. А чому не роблять? Нема роботи. Що дворником немає? Все позакрывато, все продается. Работа Дайте їм роботу. Надо поднимать заводы, все поднимать. И тогда молодым работать давать. А так еще не даже стояла на очереди, когда я на квартиру, и то сняли вам. А яка у вас пенсія у доларах? А у рублях? У рублях яка пенсія? 3 миллиона. А у вас великі пенсії? Тож треба 2 сина прокормити. Тож треба прокормити за 3. Я прийду до Загорну матір бежу. Дай на папироси, дай на свічки, дай на хліб. І що його взяти? Може ще мільйони получати. Согласна з Добре. Понимаете, соседи. Я зашкаливаю. Посмотрите, сколько находится в городполкоме. Самый толстый корреспондент.
прошлом году в марте, значит, перед праздниками не было. Справочка я должна в Собес. В 2 часа и уже никого не делали. Праздничный день 8 марта. Я жалобу не дали, я написала. Вот жалобу вот в одном окне. Но я к чему? Пришла отписка, оказывается, почему у всех не было. Вот у меня здесь есть, я могу показать, я могу зачитать. Они все были на торжественном мероприятии и концерте. Мы жили бедно, мы жили, будем жить землянками, да, было такое когда-то. А это вообще, это не мы. Тут еще хуже Я задала вопрос в администрацию президента. Простите, дорогие, а как так, вот как бы интересно, чтобы КВТ закрылась, вторая смена пошла на... или доярки бросили работу и ушли, потому что им организовали концерт рабочий. И никто, в общем, отписка пришла от заведующего, значит, отделом жалоб граждан, обращений граждан Поболя из администрации президента. Дай, мама, дай, баба, дай. Вот и такое мне вот, и ответ все. такой, что вы же справку получили, да, через 40 минут, когда кого-то вызвали, понимаете, мне дали справку. Вот это маленькие штрихи, как работает власть в Пинске. Добре, дякую, поїдемо далі, дякую, що ви говорилися. А зараз ми поспробуємо показати вам скільки людей насправді, у них акцію ось поглядите. Ну і люди кажуть, що це все ось вельми стихійно, вельми сумбурно. Люди просто собралися, отримуються і просто один на одному виказують якусь свою боль, свій клопот. Лідерів нема, ніяких волкозмацальників так само нема. Люди от просто вийшли і стоять. Тут рабочие места действительно. Розкажете, може, нам, що вас привело сюди сьогодні? Понимаете, люди не работают. Декретный наказ, он абсолютно неправильный. Есть негде человеку работать, надо, чтобы рабочие места появились, чтобы наши дети, наши мужья не ездили на заработки в ту же Россию, в ту же Польшу. Вот, чтобы вся семья была вместе в сборе, уезжают целыми семьями. Зарплаты финские очень маленькие, сколько заводов закрыто, фабрик закрыто, рабочих мест нет. И то, что до мая всех трудоустроить, это просто нелепо. Ну ось президент сказав, що там всіх наших сколотити бригади, плати будемо фарбувати, там щось, як по-вашому, це реально? Нет, это нереально абсолютно. Ну, это просто невозможно все это сделать. Мы хотели бы, чтобы наш президент лучше открыл бы новые предприятия какие-то. Возродил бы старые предприятия. Старые, да. Чтобы Они была людям плоты эти работа. красить. Где столько платов набраться. Мы вообще пришли, чтобы президент наш ушел в отставку. Потому что я, допустим, живу в красивой стране, трудолюбивый народ. Но представляет этот народ. Человек просто хам. Он унизил этот народ до последнего. То есть тягает этого своего сына в Организацию Объединенных Наций. Что это за клоунада такая? Я хочу, чтобы президент был серьезный у нас, молодой и перспективный, а не тянул нас, как председатель колхоза, на дно, заборы красить. Пусть сам берет своих там сыновей и идет заборы красить. Добре, дякую вам. Молодые хлопцы, слухайте, може для нашої ніви розкажете, що вас привело сюди сьогодні? Так от ви конкретно, тут просто кожен зі своїм, тут ось люди, які працюють, ось які не працюють, а от у вас що? Що вас не задовольняє? Вот это вот и секрет, вот и все, что не задовольняет. А вы Потому трапляете? что работу невозможно, честно. А вам прийшов каталіст щастя? Так, Пока еще нет, но скоро придет, наверное, в следующем году. Ясно. А так а чому роботи нема? Потому что не нужен никому. Так а ви як от ви виживаєте? Ви в Росію їздите? Где получается, там зарабатывать. А семья есть у вас сегодня? И вы кидаете семью, значит, едете в Россию? Да, семью нету. Для того, чтобы прокормить, дети маленькие, кушать хотят, все хотят. А сколько у вас Чем детей? одеваться? 2 детей.
Двое. И надолго вот вы кидаете? Как получается, как заработать, так и получается. Добро. Если есть, если нет, живаем. Родители помогают. Дякую. Ось бачимо, що прийшли на протест з офіційним стягом чоловік. Поки що білої символіки нема на гэтых площадях. Это кто-нибудь из Минска? Да, мы с газеты «Наша Нива». Може ви нам розкажете? Вот ви Просто работы нет, это вообще не то даже слово, что работы нет. Работа сама по себе, ее как бы и хотелось бы найти, но даже работа за 2 миллиона, которые тебе надо из них половину отдать за жировки, и кредиты какие-то или еще. А как жить и создавать свои семьи? Мне 33, я не могу создать свою семью. Почему? Потому что я понимаю, что я не смогу содержать свою жену с ребенком. За что? Я не могу найти работы, хотя у меня профессия строителя. Это по идее тяжелая и высокооплачиваемая должна быть работа, но ее нет. Поэтому, извините, я не знаю другого слова, как просто призыв к свободе и отказа от сегодняшней диктатуры. Спасибо. з офіційною символікою. Добрий день, газета «Наша Ніва». А можете потлумачити, чому прийшли, чому зі стягом державним? Против закона дурацкого. А в яких конкретно? Декрету номер 3? Да. А ви дармоєд отримуєте як? Почему сразу? Ні, так як ні, так зване, ні. Нет, не дармоед. Де ви супроть? Може, ніхто з ваших свояков трапляє по деньги? Но мне очень понравилось, что вы сказали с настоящей, как это вы выразились? С настоящей символикой. Я сказав, з державною. Реально. Так, а чому ви з цим стягом? Чому буває, виходить, да. Ясно. Чому пробачте, чому з таким стягом? По закону народа. Еще можете Вот туда поставить рядом записать. всем патриотам. Верните социум народу. Все вопросы решал народ, а не наша власть. Понимаете? Дети наши работали, остальное все добудет. Сегодняшний протестовцы выход не могут. Да, я поддерживаю народ, который реально против. Людей ущемили. Я вчера разговаривал с девушкой, которую выгоняют на край города. С центральной улицы. А вот зараз? Вместо того, чтобы принести план города народу и показать. Да. И решить. Хтось уже пожартував на топі, що, може бути, ви почули, що з такими стягами патріотам треба становитися біля Леніна, але повторюся, ні в одного шага поболь, що з біло-червоно-білої символікою нема, люди... Добре, зараз я... Подиходять. Добре. Подиходять, вот с детьми, как... вот с детьми ось приходили. Добрый день, газета «Наша Нива». Можете нам рассказать, что вас привело? Добрый день. Что привело? Так. Ну, что было то, что нема працы. Что это фальсификации на выборах, ложь, вот это вся. Тобто ви протестуєте не конкретно супроти декрету, а супроти системи. Я конкретно. А вы? Я тут уже доводилось чуть истории, что вот некоторым пинчукам доводится ездить в Россию, как всеми себе прокормить. Вы так само? Я месяц І ви покидаєте дитё своє, жонку, так, і виїжджаєте. А як надовго виїжджаєте? Последний раз 2 месяца. І як ваша сім'я виїжджає? Вот одна, помогается. Когда без меня дочка растет маленькая, 10 месяцев. А
а я вот в России. А скажите, чему вы в Финску не можете работать? А где же ее найти? Можно как-то найти, это миллиона два, наверное, старыми, да? Кормить как-то надо, чтобы жить надо. Обещал пацан. Вообще не хватает. Моя была работа. А як думаєте, до що прийдуть ось ці акції? Тут вчора президент сказав, що на фонд декрет, діяння декрету спиняються, але ці виход, по-вашому? А які виходи? Выход покинуть пост, дать переворот. Вот, значит, только так. Потому что сейчас только гонка за власть, кресло, народ. Просто нет уже. Раньше пенсионеры не выходили. Тоже говорят о молодежи. Дякую. Ой. Нет, так все равно утонет, блядь, там 2-3 минуты. Для белорусов я. Для белорусов, да. Ты приходи сюда трезвый и будь за белорусов. А не надо тут хватать кого-то, тянуть. Трезвый приходи, батя, трезвый. Я за белорусов. И тогда Я будешь за белорусов. Пьяному тут не надо. Пропустили, газета «Наша Нива». Что тут было? Что не надо? Глаза залило, он за белорусов. Сам не знает за кого. Он белый шор на белый стяг хотел вырвать? Да, стяг хотел порвать. Ну, ось так викинули п'яного провокатора з натовпу, і ось з этого мужчини хотів стягнути стяг. Ваш протест, ваши дети. Алло. Уменьшить, не увеличивать, не надо. Надо посмотреть. Ой, не. То есть там нет организованности как-то здесь. Ну это что, как-то я не знаю, что это за... Народ стоит, что-то ждет, что кто-то что-то скажет, а тут ничего. Так а у вас какие планы были попередние? Вы чекали лидеров, да? Лидеров нет, должна быть какая-то организация, как без организации. А вы кого вы с лидеров ведаете оппозиционных? Ну вот в Молодечном вчера говорят, Лебедка задержали, Статкевич, я не знаю, там, как он. Вон, вчера говорят, Сэм один с трассы машины поворачивали, через каждые 5 километров стояли, тормозили. А чему влада так боятся? Чего боятся? Уже банкрот, уже бабок нет у них просто. Даже на силовиков денег нет. Слушайте, вот ПБТ недавно выпустили программу такую, называлась «Звонок в руку». Там сказали, что ты, кто выходит на этой акции, им платят гроши, и что их выводит вот оппозиция. Конкретно в еще показали. А сегодня ни водного лидера оппозиционного нема, а люди вышли. Вот як так, по-вашему? По-моему, так, что говорят, что пятая колонна. Но весь народ пятая колонна, кому тут платят? Все можете спросить. Нас показывают по телевизору, всегда все хорошо. Да, у нас по телевизору мы вообще живем отлично. Да. У нас нет никаких... У нас работа везде есть. Заработная плата хорошая. Дело не только в декрете, это не ясно. Бесконечные эти самые конфискации у предпринимателей. По стажу вопросов много, там армия, как это армия не засчитывается. Масса вопросов, экономику убили. Мы-то еще проживем, а как наши дети жить будут? Власть имел человек, неограниченную власть. К чему привел страну? Так а какое выйти, по-вашему? Менять власть. Ну что? Это за власть такая? Менять власть. Это что такое? Должен нормально уйти, просто уйти. Дать в стране достаточно умных и достойных людей. Не один он. Добре, дякую. Рвал флага, ну что ты рвешь, урод, старый? Нагадаю усім, хто може постільки до нас долучився, що ми знаходимося у Пінску. У городе відбувається так званий марш интермедов. Хотя маршем это, конечно, назвать тяжко, потому что лидеров нема, и людям доводится просто стоять на центральной площади. Ну и вот многие тут нарекают, что
нема ніякої організації, Ну, що? в принципі, організовувати зрештою і нема кому, бо некоторих лідерів опозиції Ну, блін, вчора нічого поки не затримали зробиш, будемо думати. після акції у Молодечні. Давай. І сьогодні тут збиралося у Пінську прикладно кілька сотень, може бути 400 сотень чоловік. Саме яскравий момент на коли вийшов начальник міліції, людей, які зібралися, кілька разів сказав, що цей сход незаконний, але його випроводили з вогнищами ганьба. І побольше от люди просто стоять, ну і періодично так само кричать «Ні декрету номер 3, Лукашенко, уходи». Ну і поки що ніяких утямних планів, що збираються, що буде далі, нема. Люди просто стоять, ось сплошь помник, месте для помника Ленину, где есть такие узлышек, где могут стать потенциальные промовки, собрать себе людей, ну и давятся огородили. Добрый день, это наша Нива. Расскажите, может, нам, что мы пришли сегодня? Пришли поддержать народ. И как вам акция? Маловато. Валили. А у вас тут нема никаких лидеров? Чтобы никто Мы не слышали, никто никого не собирал. Люди пришли сами. Так, а откуда вы доведались, что акция? Из интернета, из социальных сетей. А у вас, кажется, работы нема, или вы просто спрашиваете? Нет, работа есть. Але вы як солидарность оказываете? Естественно, завтра могу я остаться без работы. І якою ви стяг, по-вашому, ось цієї ситуації, яка сьогодні в Україні склалася? Добре, дякую. Варто сказати, що поки що, хоча міліції сьогодні і доволі шмат у Пінську, але протоколи поки що ні на кого не складають, просто назирають за всіх силовиків цивільних. Ну ось можете тут глянути. Можете глянути, скільки народу зібралося. Несколько сотень, я оцінюю чоловік 400, кількість людей, які зібралися. Вже около години, йде акція. Ніяких потребувань поки що люди не висовують, бо нема, в принципі, кому. Трусить, що нема лідерів. Добрий день, газета «Наша Нива», розкажете нам. Ви поспігаєте питання, так само некоторые люди. Можно забежать до лодки и еще прыгнуть туда сколько. Добрый день, газета «Наша Нива». Расскажите нам, что вас привело сегодня на протест? Что привело? Что и всех людей сюда привело? Ну, вот с чем Уже вы конкретно? невозможно там. Что так немагчимо? У вас работы нема? Да, нет. Заработков нет. А чему нема? Чему вы не можете работу найти? А какой-то за 200 рублей? Работы нет. Смысл? И як ви виживаєте, живете? Якою ви стать А никак. знаходите? Мамы, бабушки, пенсии. Так, а якою висті повинна з цього бути, по-вашому? З чого ви потребуєте? Бо сьогодні тут ніяких вже потребувань не гучало, бо нема лідерів. Звичайно, от на акціях у інших городах лідери опозиції потребування висовували, але, як ви ведаєте, видать, їх затримали перед акцією у Пінському, вчора у Молодечні. От які у вас конкретно потребування до вашої влади? Давайте ми їх передамо. Ой.
Ну, что вы хотите? Работы, заработка, как декрет отменили, как булада. Как декрет отменили. Как и все говорят, потому что это ненормально. Добро, дякую. Собаки быстрее. Какие корма не хватает. Добрый день. Добрый день. Я бачу, вы здесь вы пришли. А можете рассказать, что вас произошло? А вы, ребята, откуда? Из нашей Нивы. У вас наболело, может быть? Можем... Секундочку. У меня зубов нет никаких. Я хотел бы, чтобы вы взяли интервью у представителей политических сил, которые демократические. Почему их нет здесь и почему они ни хера не действуют? Хотите взять? А что вы думаете, что они что не робят? А вот только что разговаривал я. Это не наша справа какая-то. Это люди организовали. Что вам мешает? Когда организовались люди, подключиться и возглавить. Ну, але ж затримали лидера оппозиции. Каких лидеров? Вот которые там стоят. Наверное, именно из народа лидеров арестовали. А вот эти что отсюда? Они же представляют Народный фронт. Они представляют и Миленкевича. Возьмите, поговорите. Добро, добро. Вот они стоят. Я могу позвать вас. Да, мы зараз сами знаем. Є політика. На нас ему ще начхать. Вам, видать, наболело, может, нам расскажете, это наша Нива. Ну что вам рассказать? Чему вы пришли? Куда? Сюда. Сюда я пришла для того, чтобы страна у нас задыхается от безработицы. И это очевидно как божий день. И давать такие указы вообще нечеловеческие. Заплатить за то, что у моего зятя нет работы, за то, что люди без работы, за то, что сегодня уже купить хлеб не за что. Неужели наш президент этого не понимает? Я за отмену декрета. Я за то, чтобы вернули мамам декретный отпуск. Я за то, чтобы парни, которые отслужили в армии, им это вошло в рабочий стаж. А не то, что выкинул все и 30 лет улетело с жизни. Куда? Кому в карман улетели мои 30 лет? Вот я обращаюсь к президенту, чтобы он пересмотрел свое отношение к нам, к народу. Все. А вы что скажете, может? Я уже все сказала, что хотела до этого. Я все время думаю, я говорила уже о депутатах, почему они молчат, почему они без ропота поднимают руки вот за такие какие-то странные законы. Ну неужели там не нашлось недовольщик? Мы же их выбирали, мы выбирали этих людей. А вы выбирали своего депутата, скажите? Вы ведаете, кто у вас депутат? Я не ведаю, я только видела рекламу. У нас Рыбковец, его выбрали до нас, он уже давно был выбран, что-то же они и ему дали предвыборных квартиру, обещаниях и он говорили, приехал на готовое обещали место. что-то. Вот пускай хотя бы хоть частично, я не знаю, как-то совесть проснется, выполняет. Ну что это такое? Кто-то что-то предложил, бред какой-то, а они все дружно, 400 с лишним человек подняли руки или они Подняли руки, опустив головы. Да. Ну, это Ну, это президентський декрет. У нас президент має право підписувати папери і не набирають мать закона. По-моему, конкретно за это депутаты не голосовали. У нас президент все делает, а все остальные ноль. Что он сказал, то и делает. А он говорит слишком много. Слишком много. Помолчал бы немножко. Телевизор, я, допустим, программы белорусские не смотрю вообще. Как только включи белорусскую программу, Лукашенко, уже противно смотреть. Лукашенко конкретно сказал, что коли народ попросит, что пора ему уже сходит, и он сидит. Так сегодня мы его просим. Лукашенко, сыходь со своей посадки. Прямо в суд нужно уходить. Уже просто уйти не получится. Надо было лет 10 назад уйти, а сейчас только в суд. И всю власть, полную иллюстрацию всей страны. Только так, что поменяется. Декрет номер 3 это все ерунда. Менять нужно все. Менять нужно все. И жить по-новому. Начиная от билетов в автобусе, Тут и незалежность кончая страны вообще не на знаю кону чем. лежит. Вот, можно я Потому еще что, сказала? давай. Сделали нам зарплату 200 рублей. Вернусь немножко в Советский Союз. В
Советском Союзе при зарплате в 200 рублей проезд стоил 4 копейки. У нас он стоит 45. Банка хлеба стоила 10 копеек. У нас она стоит рубль и выше. Сахар стоил 70 копеек. У нас рубль 80. Да что это такое? Это что вообще за ценообразование государственное? Это геноцид. Это геноцид. Это ноль правительству, экономике, стране, в которой мы живем. Добро. От Дякую. балды сделали. Декрет номер 3 от балды сделаны. Так как это может быть от балды? Я, допустим, свои Понимаете пенсии это уже слово оплатить от не балды? могу. Это же на всю страну Надо было уже сказано. отказываться. Ну, это стыд, позор Те наши Беларуси, уже привыкли трудолюбивому народу Беларуси. А платить за что? Вот Да. чем платить? Квартира, телефон. День кипела. Ви нам, може, розкажете, ви чого прийшли? Ой, там щось відбувається, даруйте, до вас звернемося після. Bardzo dziękuję. Это гражданки. А хто бачив, що відбулося тут? Ну, вон двое, вот переодеты, пошли. Тянули как машину. Уже утонули? Вот его, вот хотели забрать. Нормально. А кого хотели? Вот он стоит. Вон Гомельского. Это что англичане приехали? Що відбулося? За наші ніви розкажете. Тянули, завалили и тянули. 3 человека гражданки не представляли. А представьте, пожалуйста, кто вы? Я Максим Филиппович из Гомеля. Блогер. А это у вас баллончик перцовый? Это баллончик. А вы поспели его выкористать? Нет, я не применил. А кто вас отбил? Люди начали подходить, бежать. И они, когда масса пошла, о чем я говорил, надо поддерживать друг друга. Когда масса пошла, они стали убегать. Добро, дякую. Уроды, блин, конченые. Говорю прямой эфир, уроды. А з чим зв'язано, по-вашому? Подойдите, представьтесь, удостоверение, как положено. И все будет нормально. Нафига куртки, нафига по плитке тягать? Где эти животные? Они меня как-то закинули. На гэтым мітингу аднойчы просто выправодзілі з выключамі ганьба, а другі раз людзі адбілі блогера Філіпповіча. Все как ломали, сразу обосрались, убежали. Ну хоть бы не позорились. Они за ним следят уже тут все время. Да, я чуть отошел. 40 хвилин уже тягнеться акція. У Пінську, нагадаю, для тих, хто може тільки що долучився. Дармоедов, Олег Ганимарш. Сьогодні це протистояння на площі, тому що яскравих лідерів, да і в принципі ні одного лідера сьогодні у Пінську нема. Люди ось разбиваются на 5-10 человек, люди вот просто стоят, шакают, говорят про свое, про наболелое, люди злые. Не раз уже нам довелось почуть про то, что вымушенные пинчуки просто ездить у России, кидать свои семьи на месяц, на 2 разом с жонками, с детьми, для того, чтобы заробить гроши, и то тут гроши заробить просто нема махшимости, и вельми мизерные заробки у городе, як кажуть місцеві. Ну і ось тут собралися люди, куди ми йдемо. І у гэты бок невядомыя у цивільным тягнули блогера Філіпповіча, але... Алла, иди. А то він, що он знає? О, Бронированный. вот наше государство нас защищает. А там, бачимо, два міліціонери гуляють, в принципі. Невинных. Что правду скажут, и им не нравится. Руки сразу включить, да. А ви скажіть, бачили, як це було? Наша Ніва, можете розказати, як от це було, як блогер розказав? И они вышли отсюда снизу, 3 человека, и его сразу за руки и тянуть. Он начал кричать, и уже народ, когда пошел, они отпустили. Он вырвался и в толпу ушел. Его люди прикрыли. Добро, ясно, дякую. Беспредел полный.
А чому міністр так ніяк ще не ясно? Ви ж є тут співпрацівники по формі. На каждых 3 рабочих человека 2 милиционера. Что сделать? На каждого может по 3. На каждого по 3. И стоят, вот, выхватывать людей. Это надо вот так вот. Так любят и уважают свой Народ довел до нищеты. И молчи, и плакать не дают. Куда? Какой плакать? Бьют и Нельзя? плакать не дают. Хвалить только можно. Я считаю, что надо создать рабочие места, а затем требовать от людей, чтобы налоги платили. От людей забрал Это деньги, первое что? от Первое детей что? забрал деньги и отдает детям. Каким Первое детям? что? Создайте рабочие места. Пусть это самые наши дети работают, а не мы должны кормить своих детей. Мы пенсию получаем, мы должны самое еще детей содержать своих. Ни в коем случае. Так и внуков еще. Украина кормит тупик. Ну, ось такий невеличкий екшен примусив людей трохи розтягнутися по площі. Тепер складається враження, що полова площі заповнена людьми у Пінську. Повторюся, що чоловіку 400 ми оцінюємо кількість людей, які сьогодні прийшли на марш незгодних з секретом номер 3 на соціальному приманку. Несколько разов тут прозвучали кричалки. Люди кричали: не декрету номер 3, Лукашенко, уходи. И, в принципе, на этом все. Знову з'явилася міліція на площі вже з іншого боку. І її ось знову випроваджують. Ну, это хорошо, молодцы. Нас что беда? Не видят вас люди. Что ты мне? Дело каждого. Раніше без нас вас могут выводить. Товарищ полковник, вы не ведаете, что это была за провокация на эту площадь? Вот неведомым цивильным схватились за блогера, хотели блогера под руки. Муж знакомого встретил, говорит, иди на работу, работы нету камеры. Не ведаете? А вы как же А что это говорит, может? ворую. Бандиты, наверное. А чтобы милиция не спынила? Вот. Ну что, этого мы не видели, этого факта. Ага, вот так. Добро, дякую. Не знаю. Я не работаю. 5 минут назад забирали человека. Вы что? Я с вами не разговариваю. Вот. Поэтому все, что будет все законно, да, мы будем документировать и принимать меры административного задержания. А кто вы такой? А вас сюда никто не просил. А почему вы в гражданке? Вас никто сюда не просил. А вы в гражданке? Почему? Вообще, давайте так определимся. Давайте идите отсюда. Вас сюда никто не просил. Давайте определимся. Вы общаетесь, встречаетесь. Мы определяемся сами. Хорошо. Все. Если как сказал глава государства, пожалуйста, через Какой он глава? через администрацию Пинского горосполкома. Хватит ему быть главой. Он уже не глава для нас. Это для вас глава. Для нас он уже не глава.
А вот завтра и вам не будет такой работы, как вы имеете. И будете вы тогда с нами. Скажите, что будет за дельниками сегодняшнего мероприятия? А почему вы не в форме, а? Скрылись от народа, да? Что вы не в форме? Что вылавливать? Почему не в форме? Как не стыдно? Скажите, пожалуйста, зная Он не о хочет проведении этой отвечать. акции заранее, активистов в прокуратуру вызывали о том, чтобы этого не состоялось? Я за прокуратуру не могу что сказать. А за кого вы говорите? Я говорю за органы внутренних дел. Хорошо, но это все равно Министерство внутренних дел. А куда Надо вы форму уходите? одевать, испугались. Без формы вы никого не признаете. Сотрудник милиции только что прокомментовал Шаму. Милиция, конечно, находится сегодня на Он боится форму одевать. Не отказали сотрудники милиции провокации, что за отказника или Владимира Филипповича спробовали утягнутися невідомим керунку. Сотрудники милиции, что ничего не будет с ними, пришел сегодня на площадь, хотя литерально вот на городовой акции за 5 минут милиция з руком приходила і попереджувала, що це злосно незаконно. 500 человек, люди по-ранейшему таки рушать. Сегодняшней акции нема лидеров. Есть поведомление, что Минскую Плакуевскую квартиру не допускается, не позволяется. А здесь, короче. Нагадаю тим, хто до нас тільки долучився, що ми знаходимося у Пінську. Тут марш не дармоедов. Потому что они перекрыли Ленина, и некуда залезть наверх. Я пошел к этому забору металлическому. У забора бетонные основы. В горисполкомі обгородили, щоб ти не Ну ось зараз ми подивимо камеру, покажемо вам народа боятся, Так, своего народа боятся. площадь займають. Слуги, которых мы наняли, чтобы нас обслуживали. Людей сотни лет назад, конечно, не разотягивая, люди просто наболелые проблемы. Частей за все, когда, конечно, испытание экономики, испытание работы, испытание плотных зарубков, Вот моего сына давеча на допрос вызвали. Так тебя, а ему 18 лет. Разумец говорит, я тебя, говорю, сейчас на площади полковника лидеров нема, никаких проблем нет. Они уже сказать промову и повесить людей некуда, как это бывает в інших городах, наприклад, люди определенно йдуть до податкової або до виконкама. Люди прийшли, бачимо, тут і пенсіонери, і люди середнього віку, і сталого, і молодь, і різних соціальних статусів, так само люди є тих, хто працює, і просто виказує солідарність з тими, хто трапляє падіння декрету номер 3 по соціальному креманству. Вельми шмат, що ми сьогодні тут почули, звичайно, у людей однакові проблеми. Это то, что они вымушены кидать свои семьи и ехать на работу в Россию, чтобы заработать гроши. Ну и так само полная безвыходность, это мизерная пенсия и так далее.
Вообще-то я хотела бы собрать женщин, матерей, честно сказать. Почему? Я за отмену указа Лукашенко, президента нашего. Такого не должно быть. Никогда в жизни такого не было. У нас должна быть свобода слова, свобода права нашего. В конце-то концов, ну сколько можно терпеть вот это вот безобразие? Пускай трудоустроят наших мужей, пускай трудоустроят наших детей. Они присылают нам письма счастья. Где нам найти денег? Я вообще по уходу за матерью 1 800 000 получаю. Вот пускай он скажет, может ли человек в Беларуси за 1 800 000 прожить? Нет. Так я думаю, что каждый согласится со мной. Вот почему молчите? Женщины, подходите, говорите. Кто как не женщина поможет? Мы и войну выйдем. Считайте, мы на своих плечах вытянули. Мы должны и детям помочь нашим. Но никто не хочет. А вот слышите, Лукашенко тут дал задание поднять заробки до $500 в Україні. Ось. І працевлаштувати усіх ось тих, кого вони називають дармоєдами. Скажіть, як ви оцінюєте такі усього недостатки? Я не знаю, пускай кто-то мне здесь в Пинске скажет, что он получает зарплату $500. Ну и правильно, я вообще не понимаю его эту среднюю зарплату, если честно сказать. Я ее не понимаю. Это что он сравнял? Те, кто получают в горисполкомах, директора, а остальные, а уборщицы, а рабочий простой. Он что получает? Но зато сделали уравниловку. Я не знаю, навряд ли кто-то у нас получает $500. Ну вот, а муж ваш сколько заробляет? 2 миллиона, даже 2 миллионов нет. А где это он працует? Водитель. Водитель. Есть фирма ЗАО, Белторгтехника, он там работает на грани. Я на 1 800 000. Сын у меня по Москве ездил, ну вот неудачно все приезжает. И вот сейчас ему письмо счастья, за что он заплатит? Не за что. И так многие знают. Так многие. Но Лукашенко... А вы не бойтесь, вы подходите к людям, вот так вот, как я к вам подошла. Не бойтесь, подходите. Мы подходим. Подходите. И что вам говорят? То же самое, что и вы. Ну правильно, потому что так оно и есть. Вообще, пускай он пересматривает этот свой декрет. Ну такого не должно быть. Во-первых, сумма, какую он предписал в предписании, я считаю, 360, или сейчас 4 миллиона, да, уже 16-го года. 20%. Ну да, это 4 миллиона по-старому, это 40 рублей по-новому. Где найти таких денег, скажите, если мы зарплаты таких не видим? Зарплаты такой нет. Я понимаю, может быть, и надо что-то как-то приобщать действительно к работе людей. Я согласна с этим. Но для того, чтобы приобщить, то надо трудовые места создать. Сколько у нас в Пинске предприятий? Они работают. Большое предприятие по Полесье. Оно работает? Нет. Судоремзавод еле-еле работает. Камертон еле-еле работает. У нас все работают. Нету ничего, да. Подходите до микрофона. Расскажите вы, что у вас в городе? Мы вот с Минска приехали. С Минска, да. Ребята, ничего, полностью город стоит. Стоит полностью город. Начиная от Днепробург, вот да. Покойный Кевец делал. Нету ничего, по 4 дня работали. Я сам там водителем работал. Ничего нет. Вот не считая, вот сейчас без работы, лично я сижу с октября месяца. По случайности потерял трудовую, копия есть, на бюро тоже не ставят, даже на год. За квартиру 0, не знаю, никакой жизни, ничего здесь нет. Ничего. Заводы стоят, все стоит, молодежи ничего нет. Ни сторожем, ни дворником нельзя. 30 лет за рулем. А вот скажите, тут по державному телебаченню, по БТ показывали программу недавно, там казали, что те, кто выходит на такие митинги, им гроши платят, и это оппозиция. Вот если вы лишите себе оппозиции, те платят вам гроши за то, что вы приходите. Нет, такого не было. И не будет. Да лично я в эти деньги и не взял. Они мне не нужны. Добро, дякую. Дякую за спілкування. Подходите, не стойте. Подходите, ребята, да. Треба значити, що молоді тут непоравнально менше за вот людей такого вже середнього віку. Тут так багато людей передпенсійного, пенсійного віку. Може, ну от нам розкажете, чому ви прийшли? Просто ці виніки процес показують. Ви ще не скончили. І які от у вас думки на працевлаштування?
кажуть, що от десь їх на роботу не можуть знайти. А вот ты? Я вот ты, кто выпустился уже ранее до вас, ты работу начал. Почти все мужское, да. Ну вы налепше сподіваєтеся? Добре, дякую. Так можно делать, как же? Я ж в этом 2011 году. Так, а давайте мы сдаем. Нет, давайте. Так, а вида не Я подписывал в этом планирование отношений. Я в 2011 году в армию, дополнительных войсках. В Бресте 65 больших. Только что до меня подошел такий хлопець 25 годов, и он, правда, посоромився. Поки його знімали, і голос. Він почув, що ми тут говоримо про владу, про політику, і сказав так само, що коли служив у війську, в 10-му році у Бресті, у час внутрішніх військ, то нібито його примушали під погрозою неких штрафних санкцій голосувати за діючого президента. По красе люди розходяться, бо нічого, ніякої програми, ніяких потребувань тут не колективно треба посередити. Колективно не висовуватися, але кожен шеф, з яким ми говорили, тою, в принципі, ти вже казали, що ми хочемо зміни економічної політики, відміни декретів, створення працівних місць і так далі. Какая температура на улице? Согласно нас, подходит или здорово, может рассказывать, что пришли на процесс? Пришли высказать свое недовольство нынешней власти. Как бы декрет от тунеядцы вроде бы отменил, но это уже ничего не решает. Как бы, можно сказать, это была одна из последних капель терпения народа. И уже как бы столько всего запретов, там, ну вот как бы из-за этого вот пришли. Ясно. А так вы, скажете, ранее ходили на такие акции? Нет. Бо я тут... Нет. Да, не было как бы повода, то есть народ терпел. Но сейчас вот говорю, уже как бы и декрет о тунеядстве, он уже как бы не основной как бы фактор, чтобы там толпа собиралась. Просто у людей накипело уже вот этой всей власти, вот этой всей формальности. А до чого це все приведе, по-вашому? Бо ж тут от бачно, що президент іде на які заступки. Він каже, що діяння декрету спинив на год. Спинив, не відмінив. І так само тут пообіцяли всім заробок знову по 500 черговий раз. І всіх працевлаштувати дармоєдів, всі плати пойдуть фарбувати там і, не ведаю, копати
что-то. Так, а что в вынику будет, по-вашему? Знаете, он много чего уже обещал эти 25 лет. И, в принципе, ничего из своего обещанного ничего не выполняет. А про безработицу нет. Это, ну как сказать, ничего хорошего не будет. То, что он там сказал к 1 мая, это я не верю, потому что я вижу своими глазами, какая безработица. Там все стоит, все предприятия закредитованы, людей сокращают, как бы контракты не продлевают. То есть ничего хорошего не будет. Добре, дякую вам. Тут трохи болей за годину йде акція. Я ще тут кілька сотень чоловік знаходяться, але, звісно, люди вже по крисі просто йдуть додому. Як можна міркувати, то трохи радіють широкі людей, бо нічого тут не відбувається. Нічого не виражемо. Газета наша «Нива», то, що скажете, Вот ты засними это, что он подготовил, чтобы мы туда не зашли. Вот. Что он делает? Чтобы мы не зашли до Ленина, то обгородил подлюка. А кто обгородил? Горисполком. Власти не я ж городил. А от скажіть, Лукашенко сказав місцевим владам виходити до людей. А чому ваші не прийшли, як ви думаєте? Потому что им сказать нечего. Беспомощные. Они ничего не могут сделать. Только себя обслуживают. Вот и все. А вы чему пришли? Я же бачу, вы пенсионер, вы уже... А я уже даже говорил здесь. Я пришел защитить наше поколение молодых, детей. Работы нету. А он поедет в Россию, заработай и привези, заплати ему еще, что ты тунеядец. Какой тунеядец? Он сам тунеядец. А у вас, может быть, дети ваши? Да. Дочке снял это самое. У дочки забрал, училась в институте, забрал, не засчитал это. 55 лет, 2 года добавили, иди работай. Кто ее в 55 лет возьмет на работу? Что он, падла, думает себе. Вот. Ее на работу никто не возьмет в 55 лет. Где зарабатывать? Иди, говорит, уборщицей. Институт кончала. Вот что я пришел, молодых защищать. Мне ничего не надо. Я заработал хорошую пенсию. Хорошую, трудом. 43 года. Вот. Но я пришел за детей, только за детей. Беспокоюсь. Вот что меня привело сюда. И чем больше придете, тем лучше, быстрее что-то сделаете. Народ проснулся, это радостно, радостно. Народ начинает понимать. Вот что меня привело сюда. А так я доволен лично. Трудом заработал эту пенсию, я доволен. Это было время, да. Да, было время, а сейчас не заработает никто эту пенсию, такую, как я. Негде работать. Вот, работы нету. Последний, я говорил уже, последний кожзавод работал у нас. Продают его. В аренду написано, там вот вы будете, снимите обязательно, чтобы знал мир весь, что это делает этот конюх. Скажите, пожалуйста, вы довольны средним? Конечно. А можете рассказать, вот сколько вы працевали и сколько вы напрацевали? У меня 38 с лишним лет стажа.
38 лет. Больше немножко там еще. Там. Они же учитывают месяцы, там, дни и так далее. Ну. И на данный момент тут у меня 260. А кем вы працевали? Я работала делопроизводителем, воспитателем в детском саду. Молодец, Иван Иванович! Не работал. Я знаю, что у нас работали бухгалтеры, и лаборанты, смотря где я работала, и другие служащие были. У всех была зарплата вообще мизерная. И пенсия сейчас еще меньше, чем моя. Понимаете, что это такое? На лекарства надо какие-то деньги потратить. Сейчас придумали совминушки, чиновники, ремонт подъездов за наш счет. Вот пришли сотрудники ЖЭК. Водителям, обыкновенным 24 миллиона за ремонт подъезда. Ну что это такое? Так, а який выход по вашему ситуации? Как какой выход? Менять всех тех, кто нарожал вот эти постановления и указы и декреты, которые ведут народ к нищете, к бесправию. Что такое? Лимит на воду, на электроэнергию. Это что такое? Дальше. Почему пенсионный возраст повышен? А работы нет. У нас Чернобыльская зона. Почему из стажа исключили годы многие? Почему Это армию что такое? исключили из стажа? Не только армию, не только армию. Учебу. Понимаете, это что? Это же просто, ну, это издевательство. Они понимают, что они пишут, но это же издевательство над народом. Пусть они сядут на мою пенсию, а есть еще меньше моей пенсии. До 200 рублей есть пенсии. А откуда они себе поделали зарплаты в 20-30 раз больше за рабочего? Вот пусть они сядут на такой доход, поживут и пусть знают, что это такое. Да пусть побудут они И безработными, правильно, и безработными тоже пусть побудут. Как это так, что-то они сидят на наших шеях. Они не Они слуги народа, а нас делают рабами. Хлебники. На народной шее сидят. И народу гадят. А их куда? Их убрать надо. Одномоментно сейчас же всех убрать. И чтобы люди выбирали, а не то, что президент командует, какой ему процент сделать во время выборов. Мы же знаем. И Ермошина делает. Там ящики готовые уже на 87%. Она выполняет его команду. Да. Ну так что тут? Это понятно же. Надо, чтобы были честные выборы, правдивые, реальные выборы. Есть срок, два срока выбора президента. Все, да. Больше он не должен. А почему он пятый срок выбрался? Не должен он по Конституции под себя мы же не подделал. дураки, мы же понимаем, что это такое. Чем мы дальше живем, тем хуже. И У он меня дальше еще наглеет. Внуки учатся на платном. Слушайте, там нема как учить детей. Ну, мои хорошие. Ну что это такое? Ну, и будущего детям нашим нет. Заканчивают институты, техникумы, им негде работать. У меня невестка пошла, ее выкинули с КВТ, потому что не нужны такие талантливые люди. Пусть это КВТ загнивает, но мы его развивать не будем. Она ушла оттуда. Человек работать хочет, у нее талант выше крыши. Везде надо опыт работы, а никто не берет. Где что опыта набрать тому молодому человеку? Я бы еще, знаете, что хотела сказать? Вот эти тайные покупатели, которые ходят, подсылают в магазин. У меня племянница-сирота работает в магазине. Ей подослали бугая такого. Вам же не 16, правда? Вот типа как вы. Она продала ему бутылку пива, она за ним посмотрела, да, ему столько, ему не 16, приходят через 2 часа, короче, дело сбацали, плати полгода она будет платить чуть больше, чуть меньше половины своей зарплаты. У ребенка нету ни отца, ни матери, никого. Зачем так делать? Вот это, вот им так деньги нужны сиротские. Так некрасиво поступать в отношении людей. Некрасиво. Никто раньше не думал бы никогда, что вот так вот будет. Как мыши в клетке. В лес нельзя ходить. В лес нельзя ходить, грибы собираешь, плати налог. За ягодами ходишь, плати налог. Что еще? На рыбалку ходишь, плати налог, это самое, за все налог. На лед вышел, тоже нельзя, указ написано, нельзя на лед выйти. А вы на машине ездите? Я нет. Но бензин подорожал. Я знаю, что бензин подорожал. Зато требуют от России давать дешевле все. Наше государство живет на налогах. На это Выбили-то нету, завозят
Лукашенко возьмет себя налог до своих этих выхлебателей. И еще я бы хотела сказать, прежде чем государственные деньги расходуют на какие-то строительные мероприятия, вот, понимаете, на та же эта атомная станция, она не нужна Белоруссии совершенно. У нас есть рядовые дворцы, центр управления полетами за 2 года сказали построим. Надо реально сначала посчитать, что важно сейчас построить. В первую очередь приоритеты надо расставить, а не так. У них казна, что захотели, то и построили, а народ в каком состоянии? А больницы? А какие приемы? Жалуются, а резиденции 17 жалуются врачи, хирурги, что мединструментария нету. Да. Ищут этих слесарей, которые им инструментарий точат, там сделают, понимаете, нечем. В больницах нечем работать. Понимаете или нет? Это туда пойди, УЗИ платная, это платная. А кричит, что у нас бесплатное, все да, платно. А на бумаге у нас даже учеба. Может, группа какая-то на бюджете, остальные все платники, и им работы нет. 5-6 лет выдирают деньги сумасшедшие с родителей, те без хлеба сидят, лишь бы выучить это дитя, а потом иди куда хочешь. Ну разве это правильно? Так что всех их, чтоб не было. Добре. Всех их, чтоб не было, однозначно. Их не, они уже настолько, они столько уже там, ну я не знаю, въелись в эти кресла. Достойно уйти, чтобы потом ходить по своей стране. На Головной площади Ленина, который по маршрутско-ленинской идеологии говорил: обострение выше обычного нужд и бедствий народа ведет к революции. Это когда верхи не могут править по-новому, а низы не хотят жить по-старому. Вот мы к этому пришли. Молодое поколение выросло при Лукашенко. Они другого не знали, и дай бог, чтобы они узнали кого-то другого. Выборы были демократические только в начале 90-х, когда Лукашенко пришел к власти. Как он пришел? Во второй раунд вышел он, по-моему, и Кевич. Хотели что-то нового, выбрали Лукашенко. Он обещал: заберу эти маёнки, это все забрать и поделить, это шарик. Забрали, поделить не надо. Но факт в том, что народ, куда он повез народ? Он повез народ в никуда. Назад хода нету, болото. Надо что-то менять. Народ собрался. Вот декрет номер 3 он создал, объединял нацию нашу вокруг вот всего этого. Дальше уже терпеть нет. Пошло объединение. Вот это может быть, я скажу, может плохо или хорошо, но люди вышли. Уже дальше на печи сидеть незачем. Надо что-то менять. Да, надо менять ни одного. Это пойдут большие перемены. Пойдет и Лукашенко, пойдет все до низу. И те, что пускай выйдет представитель с администрации один, хоть что он поменяет, он ничего не поменяет. Он один человек. Он тоже, может, никаких прав, у него нет ни мулярчика, посадят меня, я тоже буду молчать, потому что буду платить деньги. Депутаты, которые сидят вверху, кто такие? Их полномочий, что до ярких колхозов, что они решают? Ничего. Да, дякую. Ремонт, который делаешь по залоченному По Конституции. Таки поэт был. По Конституции народ источник власти. Да. Кто с этим народом? Разве это не народ? Это же народ. Кто к нему прислушивается, по всем городам Беларуси выходит? Никто к нему не прислушивается. Он получил референдум, дальше ему баллотироваться, ему народ не надо, только летят указ и декрет. Кто с этим народом советует? Это ужас, что творится. Вот они закрылись там, оградились вот такими решетками. Они не слышат, они не хотят слышать. Два работника в Беларуси, это президент и Ермошина. Бессменные 20 лет. Сидят, остальных рисуют, меняют, и все плохо работают. Вот люди рассказывают свои истории. Кто это руководит. Только они два. И что хотят, то делают. Историк по образованию. Зачем тут китайцы? Он у народа спросил. Китайцы очень быстро идут. Во Франции уже историк, пускай заглянет в ЗАГС.
назад в истории. Посмотрим, Франция, Алжир, дешевая, Алжир, Марокко, дешевая рабочая сила. Пошла во Францию, сейчас что? Сейчас парижанин на окраину дойдет, ему в хиджабе говорит, туда ходить нельзя. Туда иди ходить. Так потом тут будут указывать. Вот это тоже большой вопрос, что будет дальше. Он уйдет, а внуки, правнуки еще дальше будут жить. С чем они столкнутся? Судят в стране по населению, как живет. А это троекуровщина. Ему хоккей надо. Миллионные контракты хоккеистов, тренеров покупает. За что? Когда пенсионеры бедствуют. Вот это вопрос. И они сидят, руководят народ. Народ, наверное, для них по телевизору говорит. Сколько раз? Человек. Главное человек, чтобы не страдал человек. Главное народ. Это не народ. Где народ? Народ тех, кто полномочиями депутатскими, директора, вот это народ. А это кто? Быдло, грязь. Вот это. А вы ведаете, что по БТ сказали, что тем, кто выходит на этой акции, им гроши платит оппозиция? Ой, перевода с Америки. Они говорили, когда-то в Минске еще было. Пивом напоили молодых. Они вышли, бушуют, платят деньги. Сейчас там Давыдько такой, Якубович. Я сегодня утром слышал. Деньгами приезжают, будоражат народ. Их лихорадит, что в Беларуси и так хорошо. А чем он кабанов кормит, что его жрать нельзя, это мясо, что он... А хорошо кому? Хорошо и они нам. Чем он их кормит? И что тут молодые вышли, пенсионеры вышли, они что Раньше мясо такое противно есть. Чем он кабанов кормит? Добре, дякую. Дякування. Нагадаю тим, хто з нами, що ми знаходимося у Пінську на центральній площі, на площі Леніна. Сьогодні тут мав відбутися марш з Армаєдова, але ніякого маршу не було, бо не було лідерів. Люди, некілька сотень людей, приблизно, може 4-5, 400-500 чоловік, вони просто прийшли на цю площу Леніна і ось некий час стояли і от просто розказували один одному із журналістам об наболелом. Так само, що варто відзначити, що місцеві влади, тяжко сказати, хто перекрили усі підходи до помника Леніну, який стоїть на таким невеличким постаменті, на який можна узабратися і, скажімо так, звертатися вже до людей з некої вишині. Ось там усе перекрите, і робочі роблять які роботи, достають плитку і, знаєш, достають і кладуть її обратно. Ось. Ну, і сьогодні так само ми поговорили вже з великою кількістю людей. У всіх людей, наприклад, одні і ті ж проблеми. Люди нарікають на те, що нема грошей, нема роботи, нема годних заробків. Молодые мужики вымушены уезжать в Россию, кидать свои семьи, молодых женок и детей, так само маленьких, для того, чтобы прокормить их. После так само выходят пенсионеры и нарекают, что немыслимо прожить до этой пенсии, что им платят. Тут женщина нам сказала, что 38 годов отпрацовала, теперь $100 заробляет в эквиваленте. И вот теперь мы бачим, что люди в принципе уже по квартирам заходятся, ну вот еще пару сотен, может 250 человек стоит, але ось уже потиху люди разоходятся, ну и вот Хмара там идет, так само может, і вона людей полохає. Ось. Так само со значного сьогодні треба відзначити, що була спроба, некілька було провокацій. По-перше, тут стояв мужчина, обгорнувшися біло-червоно-білим стягом, але ось які вже пенсіонери десь на підпитку поспробували його стягнути з цього мужчини і порвати цей стяг, але, відомо, не дали, люди просто випнули цього п'яного провокатора і сказали йому йти додому проспатися. Так само двойші, значить, з'являлася міліція на этой площади. Перший раз просто из сотрудники милиции сказали, что этот сход незаконный, але их просто выпроводили с вулицы Шеліганіва. Після була ще спроба провокації, коли блогера Філіповича некие два невідомих чоловіки просто взяли под руки і поволокли туди у бок набережної, але він почав кричати, люди його відбили. І знову після вийшли начальники міліцейські до людей і сказали, що вони не ведають, що це була за провокація, будуть шукати тих двох чоловік. І так само сказали, що нічого з тими, хто сюди вийшов, не буде. Люди так хвилювалися, що їх можуть покарати за цей ось вихід. Ну і бачите, ось люди ще стоять каля ось цього пригожого колегіума ієзуїтів. Хтось розходиться, хтось і не розходиться. По требуванню всі свої люди виказали не колективно, а ось журналістам. Кожен казав про наболіле. Ну як це вже бачимо, тут
Паціху, Покрисі на підході стоять до свого Камчатка. Логічно. Ти сам зараз скажеш, що насамрэч молоді вийшла не шмат. Сьогодні от більш таких уже людей середнього віку, пенсіонери, так само возять, они здесь 70% присутних сьогодні. Снимите, как запустить. Вот расскажите нам, что у вас тут в городе, почему вы вышли на протест, работы немає? Моя дочка с декрета вышла, да. Уволили ее, да не можешь, уже полгода сидит дома, 3 годика мальчик внуку. И работы нет. И вам этот лист счастья пришел, так? Ну вот и... Заплатить, так? Да, вот сидит дома маленьким мальчиком. И вот и все. Баба, давай, помогай, баба. Баба получит 2 пенсии, 2000, и все. А чому вона не прийшла? Что она не пришла? Малый болеет. А вот у мужчин у ваших есть работа тут в городе? Ой, работы тут нет. Молодежь безработная. Ничего хорошего нема. Дякую. Як ви думаєте, чому влади не вийшли до вас сьогодні? Влади городські, мер. Не знаю, я только сама пришла. Добре. Дякую. Ви, хлопці молоді, може розкажете, дасте нам коментарі. Ми з Мінська, з газети «Наша Ніва». Нам вот цікаво, чому ви прийшли на протест, що вас не задовольняє. Я не понимаю, почему должен быть. Я маленький ребенок, сейчас родился. Грубо говоря, что должен ребенка отнять у бабки и отдать государству. Я не понимаю, за что. Ладно, если была бы работа. Работы нет. Я просто не понимаю, за что я должен платить. Я плачу налог на дорогу. Дорог у нас нет, в принципе, вообще. Заплатил налог на землю. Честно, я вообще не понимаю, за что я плачу. Или должен платить. А то, что сейчас... Я не знаю. Я считаю, это неправильно. А ви і тільки супроти декрета, або ще супроти економічної політики в цілому? Бо тут доводилося сьогодні чути, що люди не задоволені вельми шматликим, не тільки ось цим декретом. Ну, если честно, я не вижу вообще просвета. Я не знаю и не понимаю, за счет чего мы вообще выползем. Я не понимаю. Так, грубо говоря, простыми словами. Допустим, меня не устраивает, что сейчас происходит. Повышается цены за коммунальные, за все остальное. И оно еще и будет расти. Я просто не понимаю, за счет чего мы дальше будем развиваться. За счет моего кармана, там, если люди здесь собрались, это считают неправильно. Государство это и есть у нас, правильно? Ну, как-то так. Добре. А кому кричали? Кушать, прекрасно купить. Хочу жить, не бойтесь, люди, не надо хватит. Можно Хочу просто жить в своей прекрасной стране, любимой. Очень странно. Просто одеваться и кормиться. Больше ничего мы не требуем. Я не хочу вилл ихних и курортов заграничных. Хочу просто выживать. Нормально жить по-человечески, а не выживать. А теперь я выживаю с пустым холодильником. В формате 3D. На куриных спинках, обломанных собачьих костях. А еще хочет, чтобы 25 цеховика мы все вышли в Менск и сказали этой владе: не сидите на диванах своих, хватит, давайте. Коли нас буде шмат, то ми зможемо нечто змінити.
Мы это сила, народ это сила. Мы власть выбираем. И мы сила большая. Все зависит от нас. Чем нас больше. Мы не победим, когда мы много нас. Каждое государство, это, можно сказать, как шахматная доска. Я уже не устала. Шахматная доска. Вот и все. И там фигуры стоят. Знаете, как расставлены фигуры? В нашем государстве каждый гроссмейстер, он выигрывает, да? Но в нашем государстве выходит, он проигрывает все время. Проигрывает. Он не может ни с кем, ни с каким государством договориться или выиграть. Нету ничего, никакой, можно сказать, ни прибыли, ничего для народа. Одно только убытки. Это проигрывает гроссмейстер, который проигрывает. Вот мы живем в таком мире, что мы, страна наша проигрывает и проигрывает. Мы всегда, почти сказать, в нищете. Вот такая жизнь у нас сейчас складывается. Надо, как говорится, дать молодежи, чтобы она, молодой, он всегда что-то придумывает. А старая лошадь, она уже старая лошадь. Все, она уже испахана. Надо молодым людям давать, как молодым лошадям, чтобы они уже скакали, резво скакали. Они уже медленно, ползком, как говорится, шагали. Все. Не допускать пенсионеров вообще к власти. Сокращать их, этих пенсионеров, дать молодежи работу, в конце концов. Что это творится? Неужели не видно ничего? Чтобы молодой работал, а не пенсионер, это трясие, тут Лукашенко. Да убирать его пора, убирать. Потому что он пенсионер, и там держатся эти пенсионеры, эти носатые, которые были в городе. его эти прихлебатели. Банкроты наши предприятия, все. Кто их закрыл? Кто их закрыл предприятия? Было предприятие, и ИКПАЛ, и КВТ, и СИ, Камертон, все вообще сейчас ничего нет. А народ бедствует. Все банкрочено. На вашу думку, що треба зробити? Це пряма трансляція телеканалу «Духовка». Що треба зробити білоруським владам, як змінити ситуацію? Белорусским владам? Что нужно сделать? Владам я не знаю, что нужно сделать. Владу надо менять. По большому счету. Это уже не едино. Это уже сказано, говорится, не мной, не я первый говорю. Рыба, говорят, гниет с головы. Вот поэтому нужно начинать оттуда и менять все. Иначе толку не будет никогда. Яким чином можна поміняти владу в Білорусі? Ви вірите у справедливі вибори? Справедливые, мало, если честно, надежды на справедливые. У нас уже с 94-го года этих справедливых выборов не было. И навряд ли они будут. Если, не знаю, только вот так вот пробовать выступать, выходить, что-то требовать, добиваться, вот тогда может быть что-то получится. Я думаю, у нас много, и все-таки что-нибудь да получится. Во всяком случае, хуже уже не будет. Ну ось, може, сотні-півтори зосталося людей на площі Леніна в Минску. Чули ви, що сьогодні казали люди, у людей накипело, люди злые, нарікаються на те, що нема заробків, нема годної роботи, нема годної пенсії, не заробили. Або заробили, але не отримлювати, то як не зробили. Сам нарікаюся на рост комуналки і подорожання бензину. Ось, не було так само сьогодні тут лідерів опозиції у Мінську. Ви ведаєте, що вчора після акції у Молодешні затримали силовики шерох опозиційних лідерів, тому сьогодні акція трималася такою. Ніякого маршу оборонних дармоедов не было, люди просто стояли на площади и сказали, что у кого накипело. И я думаю, что на этом мы уже будем скончувати нашу сьогоднішню пряму трансляцію. На завтра, до речі, так само, на 12 сакавіка заплановані акції у інших великих городах республіки, це буде Орша і Бобруйськ. Там так само чекаються сотні людей, сотні удільників. І 25 сакавіка так само анонсована велика акція у Мінську, куди організатори запрошують приїжджати людей з усієї країни для того, щоб отстоять своє право на водне життя. Для вас працювали сьогодні Артем Храбацевич і Никита Недоверков, газета «Наша Нива». Оставайтесь з нами, до побачення.